Сегодняшняя встреча предполагает вопросы, касающиеся сферы образования. На прием к секретарю партии единороссов Магомеду Тумгоеву приехали учителя из Магаса, Малгобека и Далакова. Говорили о разгрузке школ, об односменке, на которую со временем должны перейти все российские общеобразовательные заведения, и о том, как подготовить детей к реалиям современного мира. Заместитель директора столичного лицея Танзила Бекова поделилась, что жители сельских поселений стремятся отдать своих детей в школы Магаса и Назрани. Из-за этого городские школы перегружены, а в сельских, наоборот, недобор. Есть ли в планах повысить, может быть, престиж и привлекательность сельских школ, чтобы они были более конкурентоспособными, более востребованными для жителей сельских районов? Также учителя обеспокоены тем, что их профессия перестала восприниматься обществом на должном уровне. Молодые специалисты не хотят идти в школы. Особая нехватка в регионе физиков и математиков, рассказала Хаяди Мамилова. Но, пожалуй, самой обсуждаемой темой стала тема родного языка. По наболевшему вопросу пришли на прием сразу два учителя. Филолог Фатима Медова преподает английский и турецкий, но сегодня пришла поговорить о необходимости возрождения родного языка. Дома все реже на ингушском языке говорят. То есть это такая плохая тенденция, которая грозит нашей культуре и самобытности. И у меня вот такой вопрос. Как вы считаете, какие меры нужно принять, чтобы популяризировать ингушский язык среди молодежи? В школе, садике, поэтому я отдельная программа на всех уровнях. А вот здесь вопрос. Родной язык необходимо внедрять в детских садах, подчеркнули собравшиеся. Представители Министерства образования рассказали о том, как в этом направлении работают соседние регионы. В Северной Осетии дошкольное образование у них на осетинском языке. Первые 2 класса тоже, кроме русского языка и чтения, все предметы ведутся на осетинском языке. А что нам мешает сейчас? У нас сейчас первичная задача – это внесение учебников в федеральный перечень, мы над этим работаем. Преподаватель родного языка из Далакова Хава Талдиева рассказала об острой необходимости создания Института ингушского языка. Учитель не раз выезжала на международные конференции по сохранению языков малых народов России. Ею проведены исследования по тематике. Хава Мадгиреевна призывает власти бросить все силы на создание института. Институт бебис бог валаба. Экр халхат воспитатель бог бебис. Сар сакетем лак бебис. Жваи игжит сан шуаш тавалвалет. Сан ишер дадалдис. Ах, цифры взять, методичка, хадр, сдадалш, ах, мультикаш, перевод я, цуберышка, доступно, закона, бакуна худож, переводчика без. Ж методичка, аж хадежи, с переводыш, я же балхой безви, отдел жизни, институт ези. Шемал духам, садикаш, цан мал ишер дадалш, ах, тохожин лел без. Завершилась встреча на приятной ноте. Магомед Тумгоев поздравил учителей с предстоящим профессиональным праздником и вручил грамоты отличившимся. Подобные приемы граждан помогают представителям власти и партии быть ближе к народу, узнавать из первых уст о наболевших вопросах и принимать важные решения. Вопросы, которые сегодня здесь были озвучены, требует очень серьезного внимания. Конечно, мы будем над этими вопросами работать. Не только здесь нашей политической партии, но и нам потребуется, чтобы и правительство нашей республики, и другие структуры власти исполнительной, чтобы поработали над этими вопросами. Зарима Ивлоева, Акрамат Дасхоев, Магас 24.